Спонсор программы – компания «Экомилк». Экомилк. Добрый день, уважаемые друзья! И сегодня снова с вами будет программа «На кухне У». Вы, наверное, думаете, в какой горный район опять ее занесло. А нет, сегодня мы будем на равнине, а именно в Гудермесском районе в селении Брагуны. В этом селении проживает в основном кумыкский народ. И приехали мы сюда для того, чтобы местная жительница раскрыла для нас, уважаемые друзья, рецепт приготовления, конечно же, своего национального блюда. И что это будет, мы узнаем совсем скоро, так что не переключайтесь и оставайтесь с нами. Добрый день, Майса. Здравствуйте. Ну что же, и вот, наконец-таки, мы на кухне у директора Кумыкского культурного центра Майсы Бабутаевой. Я очень рада вас видеть, очень приятно находиться на вашей кухне. А мы рады приветствовать вас на гостеприимной нашей земле, селении Брагуны. Ну что же, очень приятно. Итак, Майса, у нас сегодня такая вот замечательная цель. Мы хотим для наших уважаемых зрителей раскрыть рецепт приготовления кумыкского национального блюда. И что это у нас будет? Для начала я скажу, что у нас очень много национальных блюд, и это в основном связано с тестом, с мукой, естественно. И этому спасибо огромное моей бабушке, которая приложила все свои усилия, чтобы я научилась этому. Сегодня мы с вами будем готовить традиционный хинкал на пару. Ну что ж, тогда начнем приготовление. Майса, а с чего мы начнем? То есть, Для начала мы должны отварить наши колбаски, потому что они варятся долго у нас, а тем временем затем мы будем месить наше тесто. В подсоленную воду мы отправляем наши колбаски. Они должны вариться 1,5 часа как минимум. Пока наши колбаски, то есть котен, варятся, мы должны замесить тесто. Это тесто замешивается точно так же, как на хлеб. То есть это дрожжевое тесто. Дрожжевое, да, да? простое обыкновенное дрожжевое тесто. Для так. этого мы берем муку, сделали мы небольшую лунку, и сюда же отправляем наши дрожжи. Так как они у нас сухие, мы должны их чуть-чуть продержать в теплой водичке. Так, чуть-чуть сахарочку. Сахар даже Да, добавляем? сахар добавляем. Именно сахар придает ему какой-то свой привкус. Не привкус горечи дрожжей, а вот чуть-чуть сладенький такой привкус, который приятный такой, привкус, да? Ну и, естественно, соль. Значит, 2 чайные ложечки дрожжей, Да, чайную ложку соли и чайную ложку сахара. Так. Так, и, естественно, теплая, обязательно теплая вода. Чуть-чуть, буквально чуть-чуть заливаем теплой водички, оставляем, чтобы наши дрожжи чуть-чуть растворились. Да, ну вот затем нужно помешать. Да, вот можно, так, да? да, ложечкой можно помешать. А затем добавляем нужное нам количество водички. Тесто нужно любить, чтобы оно поднялось, чтобы оно было хорошим, красивым, пышным. Конечно, тепло человека и вся Да, эта да, энергетика обязательно Я помню, передается через все еду. мучное бабушка делала только руками. Она скалкой даже не пользовалась. Она даже чепелк тонко-тонко Да, раскатывала руками. Я знаю. И, кстати, когда не используешь каталку, да, в случае приготовления чепелк, они Да, получаются они очень намного вкусные. вкуснее. И тесто там замешивается вот немножечко вот
такое оно. Оно не твердое, жиденькое, да, жиденькое. И моментально все это делается. Я с вами соглашусь. Оно вот как-то срастается с этим творогом, и получается это очень вкусно. Я согласна. Ну вот я уже закончила, в принципе, замес нашего теста. Чуть-чуть подсолнечного масла. Это чтобы оно, наверное, оно, не подсохло, да, чтобы оно не подсохло Сверху. и не прилипло, естественно, да. А даже если чуть-чуть добавить в тесто, ничего, бывает тесто бывает очень мягким, хорошим. Будет тесто у нас подходить где-то полчаса. Затем надо еще чуть-чуть обмять, оставить это тесто, и чтобы оно второй раз поднялось. Только тогда у нас получаются пышные хинкалы. Ну что ж, ждем, пока наше тесто поднимется. Тесто, напоминаю, у нас дрожжевое. Мы добавили туда 2, значит, чайные ложечки дрожжей, чайную ложечку соли и чайную ложечку сахара. Обязательно. Это вот для пикантности, такой особенного вкуса наших хинкали. Ну что ж, ждем тогда. Да. Итак, прошло полчаса, наше тесто достаточно хорошо подошло. И теперь что мы будем делать дальше, Майса? Уже мы должны лепить с них, то есть сворачивать рулетики. Для этого нам нужно сделать небольшие кружочки. Разделить, наше тесто. Пус хинкал с катеном. Да. Так, все, еле запомнила. Надеюсь, что не забуду. Итак, что мы делаем мы возьмем дальше? чуть-чуть муки, чтобы наше тесто чуть-чуть отвердило, потому что оно очень мягкое пока. Нам нужно свернуть их в рулетики, и раскатать их. Так, вот эти переложить можно. Да. Чем тоньше, тем лучше, я скажу, потому что дрожжевое тесто, оно поднимается, и так оно получается у нас пышное. Поэтому мы должны чуть-чуть тоньше раскатать наше тесто. Но вот мы будем делать, это у нас получается вареный, пареный, да? Это на пару все делается. На пару, да? Вы знаете, раньше не было мантоварок. А моя бабушка ставила дуршлаг, у нее был вот такой вот большой дуршлаг, большой, огромный, и была огромная кастрюля. Вот она ставила на кастрюлю дуршлаг и таким образом делала вот такие хинкали. Представляете? Пареный хинкали, да? Пареный. А мантоварок раньше не было. Да, я же говорю, она была уникальной личностью. Есть пареный хинкал, и еще какие они бывают? У нас есть хинкал тонкий. Он, хоть он и называется толстый, у нас как калын хинкал, у нас вот калын это у нас толстый. Но почему-то я никак не приемлю это слово к нашему хинкалу, потому что они так тонко раскатываются. Если вообще в ранние времена ценилась женщина, которая очень тонко раскатывала хинкал. И чем тоньше она раскатывала этот хинкал, это подчеркивало, что она действительно хозяйка на кухне. Вот мы раскатали уже тесто. Мы сейчас, как я говорила, можно щеточкой нанести масло, а я все-таки предпочитаю все делать руками. Совершенно верно. Руками, конечно же, лучше. Но используем мы вот подсолнечное масло. Чуть-чуть подсолнечного масла. И разравниваем по тесту. А сейчас сворачиваем рулетик. Так, в рулетик. Вот да, в рулетик вот сворачиваем. Свернули мы в рулетик. Так. И делаем вот такие вот небольшие рулетики. Опять вот такие вот, как печеница. Честно говоря, наша бабушка их ложила как есть. А я решила с них чуть-чуть разнообразить и сделать розочку, усовершенствовать. То есть, как есть, она сам рулет вот так вот ложила? Нет, она ложила как есть этот рулет. Вот большими кусками этот рулет, потом его разрезали, мы ели. А я после решила... того, как он пропарится? Да, после того, как он уже полностью пропарится, мы вот его разрезали и ели. А я решила чуть-чуть усовершенствовать. Естественно, у нас, я, честно говоря, видела и в Дагестане, но я видела в Дагестане вот такие вот. А я решила сделать вот такие вот розочки. Они как-то на столе смотрятся красивее. Да, действительно, очень красиво Я поэтому решила сделать розочки, чтобы это было чуть-чуть по-праздничному. Потому что сегодня, на самом деле, праздник не только для меня, потому что я нахожусь в Гудермесском районе, в селении Брагуны.
И вот сейчас мы готовим с Майсой вкусное национальное кумыкское блюдо. Думаю, что и для наших зрителей сегодня тоже будет вот такой вот небольшой праздник, потому что они узнают рецепт приготовления вот этих вот хинкали, которые мы будем готовить, конечно же, на пару. Как есть, можете уже выкладывать. Только не тесно, потому что они еще должны подняться там. Ага, вот на такое расстояние Чуть-чуть можно ближе, подвинуть, да? конечно, да. Ага, вот так вот, да. Все. В Чеченской республике у нас где-то проживает более 13 тысяч людей, вот именно национальности кумыки. А у нас в селе 3500 кумыков. Значит, в селении Брагуны проживает 3500 кумыков. Вот такая Основная вот часть часть. населения кумыков, которые находятся вообще по чеченской территории, они же проживают у нас, хочу сказать. В селении Брагуны. Мы ставим у себя спектакли такие свои. Кстати, мною же написанные. Можно я попробую? Пожалуйста, пожалуйста. Работники у меня отличные. А какие вот работники? Что вот? У меня есть прекрасный художественный руководитель, прекрасный балетмейстер. У меня есть хормейстер, у которого хор почти 40 человек. Ух ты! Да. Такой большой хор. Большой, да. Это вот состоящий из детей, да? Да, дети. А вот они выступают где-нибудь? Да. Мы неоднократно выступали с хором. Естественно, мы в республике не были, мы были в районе, мы выступали в районных, во всех конкурсах, фестивалях. В республиканских с хором мы еще не были. Но у нас есть прекрасная вокальная группа из 8, иногда сейчас было их 10 девочек, а сейчас их стало 8. Вокально-хореографическая у нас группа, которая выставляет свои номера не только у нас в районе, в республике, и за пределами нашей республики. Да? Да. Куда же вы выезжали? Мы в Ставрополе выезжали. Вот недавно были в Ставрополе. Мы ездили на межрегиональный фестиваль «Арбузник». Ставропольский край, да, где достойно выступили. Прекрасно. От наших детей были в восторге все. Я очень благодарна своим работникам, которые на должном уровне с ними работают. Кстати, у нас уже тесто уже все. Там все, да? Раскатали. Да, уже все. Оно уже готово. Так, теперь маслица. Маслицем, да, помазать. Так, а кто еще, значит, хоровое исполнение у вас? Что У еще нас там? есть вокал, вокально-хореографическая группа. И есть у нас театр, кстати. У нас взрослый есть театр и есть детский театр. Что Да. у вас, что вы там играете? Ой. Какие пьесы вы ставите в селении У нас, Брагуны, в например, культурном центре Кумыкском? Комедийная такая пьеса была. «Экигемене башен туткан, сулгакан». Это аналог пословицы «За двумя зайцами побежишь, ни одного не поймаешь». Ага. Но вот часто мероприятия какие-то такие вот У проходят? нас очень много мероприятий. Буквально у нас вчера была встреча с нашими бабаюртовскими друзьями, которые театральной народной группой бабаюртовской, которые у нас тоже играли вчера. Это последняя. Ну, у нас очень много творческих гостиных. У нас писатели свои здесь. А с дрожжевым тестом вот работать одно удовольствие. Да, оно Даже пышненькое, такое хорошенькое, и к рукам не прилипает. Да, и к рукам не прилипает. Все замечательно у нас. Все замечательно у нас. Замечательные традиции, замечательные нации, замечательные блюда у нас вот здесь. Нации, они Всё все замечательные. Думаю, что сегодня и дегустаторы будут замечательные. И надеюсь. Как с этим сегодня? Кто же у нас Надеюсь. будет в роли дегустаторов? В роли дегустаторов, я надеюсь, они еще подойдут. У меня вокальная группа, я же говорила про них, девочки, вокальная хореографическая группа. Решила их позвать сегодня в гости, чтобы они у меня чуть-чуть побыли в семейной еще обстановке, не в рабочей. И отведали. И отведали нашего, блюда. У нас уже простояли вот эти, например, хинкалы. Да, вот буквально вот мы вот несколько они минут назад это Вот поставили, и вот Вот посмотрите, они вот как подошли они, вот такие вот уже большие стали, такие вот, прям как булочки, Да. да? Не хватает только сахара и мака. Но сегодня это будут не булочки, сегодня это будут у нас хинкали на пару, чисто вот такое вот кумыкское национальное блюдо. Итак,
Тесто Давайте наше их, готово, уже готово, все мы это отправляем сделали. в мантоварку. Но прежде чем мы отправим это все в мантоварку, я хотела бы попросить вас, чтобы вы для наших друзей и зрителей рассказали опять-таки, каким образом мы замесили вот это вот тесто, чтобы они смогли у себя дома то, что так приготовить. Тесто очень простое, как на хлеб. Берется мука, делается небольшая лунка, добавляется туда чайная ложка сахара, 2 чайные ложки дрожжей сухих и чайная ложка соли. Из теплой воды замешивается тесто. И, естественно, оставляем, чтобы оно поднялось. Хинкалы у нас готовы, но они, пока у нас кипит вода, должны простоять еще минут 15-20. Они должны еще подняться непосредственно в мантоварке. Тем временем, пока у нас тесто поднимается, мы будем готовить наш соус. Для этого мы должны измельчить наш чеснок и через чесночницу пропустить, чтобы они были, чеснок был мелкий-мелкий. Соус будет состоять непосредственно из чеснока. Соответственно, вот да. так вот его масса измельчила, чтобы, порезала, да, чтобы было удобнее. Вот да, так чтобы вот, да? можно было удобнее пропустить через чесночницу. Да. Ну и, конечно же, сметана. Сметана и чуть-чуть соль. Да, хозяюшка альпийских лугов, вот эта вот вкусная сметана, которая вот была предоставлена нашим спонсором компании Экомилк. Тоже очень вкусная сметана. Я обычно всегда ею пользуюсь. Да, всегда советуем вам, потому что это очень вкусно и, конечно же, полезно. Следующий этап. Мы добавляем чуть-чуть соли сюда, на кончике ложки. Перемешиваем наш чесночок с солью и добавляем сметанку. Сметанку. Соус наш готов. Следующий этап мы должны вынуть наши колбаски, которые уже сварились. Мы вынимаем наши уже готовые котейны по-нашему, а так колбаски. Они, правда, маленькие на сей раз у меня получились. Масюсенькие, как сарделечки. Да, но очень красивые и аппетитные, кстати. Естественно, уже подошли наши хинкалы, должны отправить их на пар. Так, мы их уже отправляем. Мася, а вот по времени сколько это будет у нас? Минут 15-20 от силы, недолго будет вариться. Пока это будет у нас вот париться, томиться, вариться, мы сейчас расскажем нашим друзьям, что у нас будет помимо хинкали на столе. Чудо из простокваши будет. У нас еще будет другой хинкал, но он сделан Мы сейчас вам покажем. Я не могу не показать вам это, потому что это очень красиво и аппетитно выглядит. Вот есть заранее. вот такой вот еще хинкал. Так. Это называется тушеный хинкал. Послойно наложенная картошка, мясо и плюс хинкалы. Так, следующее. Это у нас называется чудо из простокваши. Тоже очень легко готовить, но для этого, честно говоря, нужна наша печка. Какая наша? Ну, курик по-чешски, а по-нашему курик. Ну что ж, мы это все отведаем, конечно же, чуть погодя. Ну а теперь нам осталось только дождаться, да? Дождаться, да, дождаться, пока наши хинкалы приготовятся. И вот мы приступим к трапезе. Да, к трапезе. Так что осталось совсем немного. Ждем. Ждем. Прошло 20 минут, и наши хинкалы готовы. Аккуратненько снимаем. Какие они пышные получились. Да, очень красивые и такие вот аппетитные, да? Все, наши хинкалы готовы. Сейчас к ним приложим наш котен. Осталось порезать наши колбаски и кушать. Да, итак, мы сегодня приготовили для вас, уважаемые друзья, и раскрыли рецепт приготовления кумыкского национального блюда под названием вареный хинкал. Ну а на кумыкском языке это называется котен блан. Ну что ж, накрываем на стол и, соответственно, ждем наших уважаемых дегустаторов.
замечательный стол сегодня получился. Я благодарна просто тебе за эту красоту и думаю, что все будут сегодня довольны. Наши гости уже идут, как говорится. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Ну, сперва познакомим Майса, вот, наших телезрителей с нашими гостями, дегустаторами. Это моя работница, которая со мной работает, всегда находится рядом. Моя правая рука. Зарема ее зовут. Она мой художественный руководитель. Очень приятно. Да. А мне как приятно. А вторая это моя дочка. Очень приятно. Наида. Ты тоже Наида. так умеешь красиво и вкусно готовить, как твоя мама? Ну, как мама навряд ли, но стараемся. Уважаемые дегустаторы, вы, наверное, поняли, что на столе ваше национальное блюдо под названием Хинкал. На не пару. простой хинкал, а какой Она и на с чем? пару. Он называется с котеном. Вот он, котен. Рядом колбаска, то есть в переводе означает это колбаска. А это хинкал на пару сделанный из дрожжевого теста. Вот посмотрите, как у нас все получилось красиво. Думаю, что вы это пробовали, конечно же, тысячный раз, да? Но сегодня нужно, чтобы вы для наших уважаемых телезрителей попробовали и передали свои вкусовые ощущения, потому что это очень важно в нашей программе. Так что давайте приступим и попробуем и скажем, вкусно мы сегодня приготовили это блюдо или нет. Давайте, бисмиллахи рахмани рахим. Попробуем и передадим свои ощущения. На самом деле эта колбаса очень вкусная, мне понравилось. Такой вот вкус у нее интересный. Вот. Ну, наверное, из-за того, что рис сюда был добавлен, еще какие-то такие вот. Там почки, сердечко. И траву ты говорил, какую-то добавил, Туда да? зверобой еще добавляю. Вот, зверобой. Ну а теперь, конечно же, наши хинкали. Мне очень нравится, очень вкусно. Да. Так Так нежно. с этим соусом. Ну как? Майса, молодец какая. Так вкусно получилось. Какая молодец. Она не только такие блюда готовит, она торты разные, пирожные разные печет. И всегда нас угощает. Доча, вот сегодня ты уже для меня дочей стала. Ну давай, доча, скажи маме, вкусно это или нет? Ну как вам сказать? Вкусно, мне честно вкусно. Я-то знаю, что она вкусно готовит. Просто не хотела так особо хвалить. Ну вот ты сама вот больше любишь такую национальную кухню кумыкскую там, или может быть какую-то европейскую? Национальный больше. Да? А мама чаще что готовит? У нас вся семья только национальное блюдо предпочитает. Это у нас европейское, оно как-то для праздничного стола больше. Национальная кухня – это сытая семья, это полный дом, это все, это и радости, и беды, все за национальной кухней. Да, совершенно верно. Так что люди и народы любой национальности советуем вам использовать и почаще готовить национальные свои блюда. Ну, сегодня в данном случае мы готовили вот такое кумыкское национальное блюдо, пареный хинкал, и получилось это очень вкусно. Мне в любом случае это, конечно, безумно понравилось. Это его очень просто готовить, и это очень вкусно. Помимо этого еще у нас вот это вот чудо, да? Чудо. Да, вот это да, чудо. Я никогда в жизни не пробовала вот Такое чудо. такое чудо. Думаю, Чудо. чудесное чудо, да. Думаю, что мне понравится. Начинка такая нежная, вкусная. Да, очень вкусно. Ну, такое ощущение, что это сыр вот такой. Очень вкусно. И тут еще что важно, что он попахивает дымком. Да, Дым действительно. от печки. Да. В принципе, все это понятно. Ну, что ж, Майя, Вам спасибо, что вы приехали, что вы побывали у нас в гостях, что попробовали наши национальные традиционные Даже не думали, блюда. что вы к нам даже Да, придетесь. мне всегда нравится принимать гостей. Если
Если, конечно, вам не трудно, я была бы рада, если бы были у меня частыми гостями. С удовольствием. Ну что ж, мастер, большое спасибо за эти уникальные, вкусные, национальные кумыкские блюда. Все остались довольны, но это еще не все. Так как мастер является директором культурного кумыкского центра, думаю, что сейчас у нас будет уникальная возможность послушать и у воспитанников. Девочки специально сегодня пришли, чтобы сделать сюрприз для своего любимого директора, который не только замечательный человек, но и готовит безумно вкусно. Это чудесная вокально-хореографическая группа, которая, надеюсь, нам сегодня что-то покажет. А называется группа? А называется группа «Нур». А исполняет песню? Исполняют песню «Брагунские наши парни». То есть они восхваляют, возвышают наших парней. Это такая патриотическая, хорошая песня. На этой прекрасной ноте хочется сказать вам, уважаемые друзья, чтобы вы всегда оставались с нами на нашей кухне, где бывает, конечно же, только все самое вкусное и полезное. Для приготовления кумыкского национального блюда слоеные хинкали на пару необходимы следующие продукты: требуха, фаршированная ливером, мука пшеничная, вода, сахар, соль, масло подсолнечное, дрожжи, чеснок, сметана. Приятного вам аппетита! С нами все самое вкусное и полезное.
Желающие принять участие в программе «На кухне У» звоните по телефону 8 995 808 92 60. Спонсор программы – компания «Экомилк». Экомилк. Здесь проживают в основном кумыцкий народ. Добрый день, уважаемые друзья. Доча, что ж ты остановилась-то? Давай. Нет, так нельзя говорить. Давай пробуй, кушай. Замечание маме делает. Нет, можно не говорить. Можно было бы, в принципе, руками, как и непосредственно делали наши предки. Конечно, ели они это все руками. Да. Из-за того, что у нас здесь Да. телевидение приехало, нам приходится это есть вилкой. Да. И самое главное, хочется вам сказать, чтобы вы всегда оставались с нами на нашей кухне, где, конечно, бывает, конечно, еще раз.